Дорогие друзья, я сегодня буду вести беседу с поэтессой, которая собирается издать сборник своих стихотворений. В основном она пишет на русском языке. Это Любовь Семенова. Я хочу, чтобы она сама представила себя по-другому еще, как поэтесса, как чья она дочь. И немножко рассказала о своей семье, начиная с родительского дома. В детстве мы жили... Громче. В детстве мы жили вшестером. У меня было 2 брата и 2 сестры, отец, мама. И мы как бы жили дружно, и очень жизнь была интересная. Папа у меня фронтовик, и это у нас тема фронтовая, из дома никуда не выходила, только лишь все время я помню, что у нас дом был полон гостей, полон друзей. И как бы люди, которые к нам в дом приходили как бы к лектору на лекцию. Бессменным оратором и лектором был мой отец. Ему было что рассказать, и людям было это очень интересно, потому что мой отец 7 лет как бы находился не то чтобы на войне, как он ушел в армию, и не закончив срочную службу, началась война, и он как бы пошел по приказу на войну, и у него был как бы, если его воспоминания, все эти рассказы сложить и издать книгу, то это была бы не тоненькая книжка, а целая как бы воспоминания, как бы вот великие люди там себе издают вот эти книги. Ну, а мама была обычная учительница начальных классов. Она закончила Карачаево-Черкесское педучилище. Да, вы извините, я скажу, что отец у меня в числе первых закончил курсы шоферов в Ростове-на-Дону. Это в то время считалось как бы такая почетная специальность. И вот с эта специальность ему как бы и срочную службу, и Великую Отечественную войну как бы была, он неотрывно был от этой своей профессии. И уважение у него среди родственников и среди знакомых, друзей, как вот отец мой, когда вернулся с фронта, конечно же, это было время, когда наш народ был на высылке, ему не пришлось даже, ему не хотелось, как бы он не скучал по Кавказу, по детству, по тем тропам, по которым он ходил, но ему как бы, этого не суждено было сразу вот вернуться на родину, но все равно он скучал по своим родным, ему уже скорее хотелось с ними увидеться. И вот когда действительно, вот по сей день, когда и папы нет, люди его старше, младше его с любовью вспоминают. Он был как бы, в почете таком, что он пришел с фронта, что он шофер такой, он молодой, молодцеватый. Он очень помогал своим родственникам, знакомым, оберегал, защищал. В общем, он у них был как бы, как вот на фронте он, так и дома продолжал он вести такую, как говорят, вторую войну за правду, против зла, за справедливость. Он терпеть не мог тех людей, которые рядом с ними лгали или какие-то заслуги себе присваивали. Вот, например, те, которые вот он прошел от и до, как говорится, Войну. Да, войну. А были, которые там прикрывались там какими-то медалями. Малое время люди, да? Да, вот это он не хотел. И вот уже, и состарившись уже,
когда он уже как бы в пожилом возрасте, у нас была скотина дома своя, и он выгонял. И вот выгонит, а мама все ждет его, когда же он вернется. А мы на лестницу, ну, как на ступеньки поднимемся. Там он стоит, продолжает эту же тему. Вокруг все стоят соседи, Слушайте которые, его. да, и так изо дня в день. И вот, знаете, его нет, а вот все, что он говорил, как он говорил, да, прям до его интонации у меня, ну, не только у меня, и в семье, и у других родственников, это с нами живет. И как бы, как говорится, пока жива память, жив человек, так. Назови, пожалуйста, имя, фамилия отца и матери. Отец Семенов, Отчество. Семенов Хасан Хашимович, он... С какого года рождения? Он 1917 года все время хвастался, хвалился тем до 7 ноября 1917 года. Ух ты. И все время говорил, я ровесник революции. И он очень был патриотичным человеком, до, можно сказать, не знаю, каждой клеточкой он был патриотом. И родился он, его родиной аул Джигута была, но мы долгое время, я в первый класс пошла в селе Важном, жили там, но из-за таких условий, что не было работы, чтобы как бы дальше дети росли, семья, кому учиться, кому куда, надо было сюда. Тем более наши родственники, все Семеновы, они как бы один район тут в Джигуте, и они прямо, можно сказать, нас насильно переселили, и работу ему подыскали. А мама была учительницей. Маме пришлось тоже хлебнуть печального очень много. Она была второй по возрасту в семье, единственный брат, 5 сестер, старшая сестра ее сразу замуж вышла, и вот отец, дедушка мой, он долгое время работал вторым секретарем Малокарачаевского райкома партии. Фамилия, Это имя? Тебуев Кукай Токмакович. Так мама Тебуева, да? Мама Тебуева, у них в то время, они жили в Кисловодске, у них была квартира, а в ауле Терезе у них был дом. Видимо, когда рабочая неделя была или как, они жили там, на выходные приезжали. И отца, как в то время в числе 20 тысяч, ну вот как коммунистов стали, как было же... Репрессии пошли, да? Репрессии пошли, и его тоже в числе тех людей арестовали, и с тех пор они остались в то время без отца. Это было трудное время. И Не вернулся он со ссылки? Нет. Со ссылки он не вернулся. И когда вот... Эта ссылка была ленинского периода, да? Или как? Сталинского. Или сталинского. Это не наше, вот, когда весь народ, а это конкретно Нет, людей, именно, то коммунистов, вот то коммунистов, богачей, вот, то помещиков вот каких-то. на коммуниста вот это. Он был же такой тоже, наверное, мама тоже в него была, искренняя такая. И когда уже выселяли наш народ, то... В 43-м году. 43-м году. Мамина фамилия, вы сказали, Тебуева. Мамина фамилия отчество. Тебуева Файрузджан Кокаевна. Вот у нее старшая сестра Файруз, не знаю, почему их так назвали, а маму ее звали Файрузджан. А папины племянники ее даже не называли Келин, потому что она была очень добрая к ним. Никогда она, чтобы они не поели, они ее Фарджан или Парджан, вот так. Есть что-нибудь поесть, вот так забегали, и она вот никогда не отказывала. Она была, Да. ну, отец моего отца был вторым домом для этих. Ну, у вас вот теперь Да. ваша семья, давай, пока мы еще не уехали, пока нас не депортировали, расскажите в семье, сколько детей, вот ты какая по счету, или же сколько детей, сыновья, дочери твоего отца и матери, семья ваша. У нас Вы было сказали, сколько? изначально, когда в Азии жили, всего
там, в общем, не стало моих двух самых старших братьев. Они как бы в то время болели, и Во время они там депортации. остались. Да, там остались в А до Средней депортации Азии. здесь сколько детей было-то? Или они После там женились? Они женились, отец с матерью создали семью там, в Средней Азии, в Казахстане. И трое моих старших, сестра и два брата, тоже там родились. Вернее, 4 брата, 2 умерли. И вот самое интересное, все время говорили, мама была, так как старшую сестру сразу вышла замуж она, а мама была ответственная за младших своих. И в числе их был ее брат, он был младше, но так как он был младше, все равно он был единственный брат, он тоже старался как-то сестрам помогать. И наши вот родители, их семьи, они жили недалеко друг от друга. И как-то вот ее младшая сестра Зульфа, мамина, она была как ее дочка, да? И она была очень привязана. А тут мамы нету, и она, видимо, там со взрослыми ездила и знала нынешнюю, да, где мама живет. И она раз и прибежит, говорит, и на ночь остается. И мама там ее уложит, и так повторялось. А Куда отец мой попала? тоже, она на руках у него выросла, вот эта тетя моя, он тоже ее так, как мама с ребенком, Баловали, да? и он у нее на руках, можно сказать, выросла она. В какое село, какой республике Это депортированы были ваши родители? Казахстан. Я помню, что мама говорила, там река Чу была такая, и через пропускной не могли. Она, когда нужно было младшую сестру, прямо вода была по шею такая глубокая, и рискуя жизнью, чтобы с голоду не умереть, и там спасти своих младших, ей приходилось вот так переходить Речку, да? Младшей дочери. Да, младшая. И что она делала? Куда она переходила-то? Переходила, чтобы они искали мать свою. Во время, Чью мать? Материну мать? Мамину маму. В тот злополучный день, когда вот объявили вот эту депортацию, да, пришли уже выселять. Накануне мама поехала к своей сестре в Кисловодск проведать ее. Она приболела, у нее все родственники в Малокарачаевском районе жили. И вот она с ночевкой, она оставила детей, там рядом родственники были, на тетю свою. И выселяют их без матери. Дети все такие, тетя их к себе, их посадили на поезд. И на каждой станции, мама говорила, останавливались и спрашивали, по вагонам бегали, и взрослые помогали, нет ли среди них, там называли, Биба ее звали, маму, ее нет ли. Но вот так и доехали, видимо, как-то не довелось вот так живой ее увидеть. И вот тоже один интересный момент был, всем известно, как трудно было в пути им ехать всем. И их как-то была остановка, станция, и в баню, мужскую, женскую, надо было депортируемых, да, в баню. Время ж такое было, наверное, из-за санитарной обстановки или из-за чего. А у тети был сыночек на руках. И она не знала его, там она в уголочек как-то положила или на бочок, или как-то, сказал этот солдат или кто-то, что присмотрит. Пошли в баню купаться, вышли, зашли в вагон, смотрит, и нету ребенка. Слезы сразу, тетя, ее слезы. А мама моя была грамотная, она, в общем, умела и по-русски разговаривать. Она стала ходить, спрашивать вокруг, и солдат, и всех. И ей пришлось, раньше носили платки такие,
они очень грубые. Их я слышала от Полтон бабушки. джаулук, да? Полтон джаулук. Это такие, ага. Да, и она вот тепла. этот полтон джаулук накинула себе на лицо, зашла в мужскую баню и громко говорила: такой-то, такой-то ребенок потерялся. Видел ли его кто? Там, видимо, и вот эти солдаты, все, наверное, были. Да, да. И вот один сказал, что куда-то, ну, какой-то закуточек, и там помещение маленькое, что его туда отнесли. И вот, А сами в баню пошли. да. А потом мама как бы пошла, нашла, принесла, отдала тете, и по сей день она так радостна. Ну, этот ребеночек потом вырос, он все равно умер, но тогда она очень была счастлива, что ребенок ее нашелся. И этой женщины, тети маминой, дети по сей день на нас, ну, нас по-другому как бы воспринимают. Любят, из-за уважают. того, что это. И вот и когда они жили там, а младшим все время говорили: мама жива, она приедет, и что она там занята, вот, и не говорили правды. И вот как-то Про которую маму? Мамину маму. Ага. И как-то с девочками играли, и мамина младшая сестра Хузай, она что-то прибежала, мама рассказывала и плачет, говорит: девчонки говорят, что твоя, вот они ей в лицо сказали: твоя мама умерла. И ее стали успокаивать, мама там, и это, ты не веришь, что они тебе сказали, они тебе, ну, мама жива, и вот, и все такое. И вот уже после, когда мы уже жили все вместе. Там или здесь? Здесь уже, да, мама Вернулись. часто вспоминала, вот, и не было дня, наверное, когда вот слово, если мать там вспомнит, что она не сплакнет. И даже когда услышит какие-то песни или мелодию про вот это переселение, она говорила: некоторые переживают то, что богатство оставили там дома, свои дома, хозяйство. а я, ну, тех, которые она знала, этих людей, а я там людей своих оставила и все время переживала. А вот у дедушки с папиной стороны бабушка бедная, их тоже так, у нее было большое хозяйство. Когда уезжали, она соседке прям с машины кричала: бедная Маруся, посмотри гусей, переживала за гусей. Вот, конечно. Соседи здесь же были, в Джигуте, русские, да, казаки. Не сладко им жилось. И все это, конечно, это отразилось и на здоровье, и на жизни. Ни дня не было, чтобы не вспоминать об этом. Но потом, конечно, семья своя, дети, конечно, раны понемножку затягивались. Старший мой брат, он закончил Карачаевский пединститут, спортфак, работал. Хусей Хасанович Семенов, он известный в районе. Он Чем известен? Работал на руководящих должностях. Начинал с райкома комсомола, инструктором райкома. Дальше он работал в райкоме партии, тогда назывался в исполкоме. Дальше он работал директором Красногорского ПРТ. В общем, он всегда был при галстуке, при параде, и не было дня, чтобы мы его таким не видели. И он был очень, как бы, родственников любил, и друзей у него заботился, очень много было. Насколько друзей, я знаю. Все его знали, и ученики его, даже если меня не знают, как по фамилии, это... Я вот недавно была на похоронах, там были и моего супруга, родственника Цейда водилась, и нам тоже одновременно, то они не по родству меня стали как бы узнавать, они кого-то из них учил мой брат, и они говорят друг другу: это Хусей Хасановича сестра. Ну, мне, конечно, было приятно. Папа сам не успел как бы получить высшее образование, но потому что война и служба, и он очень старался, чтобы дети его были образованными. Дорогая Люба, в Казахстане сколько классов закончила?
Или не училась там? Я родилась в Усть-Чекуте. Ты уже Я, здесь? да, по 62-го приезду? года рождения. Молодая А такая. моя сестра 56-го, она там. Все трое родились в Казахстане. Твои братья и сестры, Да. ясно. И скажи, пожалуйста, в вашей семье творчеством, кто творческая личность была? Папа, мама и братья, сестра? Ты одна такая? Ну, не то, что чтоб там кто-то стихи, творческой личностью был мой старший брат. Вот расскажите про него еще раз. Он был как гениальный про в этом которого вы плане. сейчас говорили? Да. Он как бы, мама говорила, что он был вундеркиндом изначала, не носил ни ручку, ничего. Вот, говорит, сидит на уроке, что от учителя услышит, слово в слово, вот это он, ему не надо было открывать учебник. И так он хорошо учился. И техникум сначала, потом институт. Ну, спортфак, это, видимо, он хотел, сам спортивный был. А так он, когда служил, он любил писать, рисовать. Он вот в школе, когда работал, все ему как бы В его школе он просили. что делал? Что за работа? Учитель физкультуры. Он вот стенды оформлял. А в армии, когда служил, в Казахстане тоже служил, город Ленинск-3. Я так запомнила, потому что мы очень переживали, когда его в армию отправляли, и все время ждали писем. А он работал в ленинской комнате. Служба такая была, что он оформлял ленинскую комнату. Вот я говорю, творческий, все время стенды, вот это. Он, знаете, был на все руки мастер. Вот как-то он завел внутри вот эти животные. И надо было, чтобы шапки кому-то шить. Он, незадолго думая, сам их забил, сам их как надо обработал, и 3 шапки. Шкурки, да. Сам 3 шапки, отцу, брату и себе 3 шапки Шил. пошил. Сам Пошил. не занимался этими. А когда его единственный сын пошел в 1 класс, он так радовался. Купил форму, а его сыночек, мой племянник, как начинались каникулы, он его прям с трассы отпускал, а мы жили около Кубани. И бегом, ни дня, прям до последнего дня был у нас, мы его так привык. И он, когда в 1 класс идти, он ему привез форму, а она, сорочка была, рукава длинноватые. И он просит нас, кто-нибудь из вас может ему переделать, чтобы она подошла ему. А мы так, ой, я не умею, ой, так, ой, как бы, вы, говорит, взял быстренько ножницы, померил, отрезал, на машинке прострочил, и вот я творческая личность, поэтому говорю, на все руки мастер. Вот всё Дорогая Люба, все ясно. Теперь расскажи, пожалуйста, вот у тебя стихи пишутся на русском языке, большинство стихотворений, и они достаточно цивильные, можно сказать, профессиональные. Как это так? На родном не пишешь? На родном мне хочется. На родном я как бы дома была такая обиходная лексика, да, мы общались. На русском языке или на карачайском на обиходная карачайском. лексика? Ну, папа, как бы он фронтовиком не был, даже когда он с фронта вернулся, он не умел разговаривать на родном языке. Он Почему? только по-русски говорил. Почему? Ну вот забыл, не 7, а 8, он забыл родной язык. Даже когда... Он на службе 7-8 лет был, Да, получается, да? служба, потом война. И вот он заходит, с войны приходит, вся его, и соседи там очень хорошие были, казахи. Все время и им помогали, и вместе кушали, и сидят руками. А он-то не знает, он уже как русский был, не знал ничего. Ну, потому что своих не было с ним, своей национальной. Он даже сказал, почему они руками едят, дайте им ложки, и вот так. И поэтому... Ну, так, я поняла, в вашей вопрос. семье получается, значит, насчет стихотворений. русское. Нет, мы дойдем до стихотворений. Да. Значит, ваше общение больше на русском было, да, с отцом? Да, но было на русском. Постепенно отец, хотя он забыл свой язык, он постепенно начал, наоборот, у него пошло. Вот на родном, он, да? наверное, скучал, и если мы долго говорили, он делал замечания.
говорите на своем, почему вы все время на русском. А когда начинал он рассказывать, военные истории, он, конечно, вперемешку. Ну, у меня от мамы, наверное, мама учительницей была, она мне очень многом, она все стихи, которые она в школе учила, я, может, так не помню школьно, она все стихи наизусть рассказывала. Даже я, если что забуду, я немножко, когда не закончила еще институт, работала в начальных классах, она мне помогала. И, наверное, от этого она была... Итого, значит, в городе Усть-Джегута была преподавателем немецкого языка Любовь, отчество как? Хасановна. Любовь Хасановна Семенова. Кто помнит ее ученики, вот она пред вами сейчас сидит. Любочка, сколько лет работали преподавателем немецкого языка? Вот как я сказала, вот первую свою деятельность я начала во второй школе, и я оттуда никуда не уходила. Все время работала там. Единственное, если исключить декретные отпуска, то у меня там до выслуги пару лет не хватало. Я все это время работала во второй школе. И мне как бы сразу меня встретили хорошо, начиная с директора. Еще раз повторюсь, я очень благодарна. Он как был не просто как директор, а как вот родной какой-то человек и всегда поможет, если какие-то есть проблемы. И вот, как я сказала, и зауч, как начала работать, Дульцева была, Любовь Михайловна. И она тоже мне хорошую как бы школу дала. И после нее тоже, которые и Раиса Ивановна, она не то, что там приходила контролировать, сидела там, когда на уроках, а говорила, учила, как надо, что надо, где у меня там нужно развивать, где надо там немножечко меньше. И учителя, самое главное, мои наставники. Моей наставницей была все время Валентина Дмитриевна Куролесова. Она же бывший мой классный руководитель и учитель-предметник. Мы с ней очень как бы дружили, можно сказать, в этом смысле. И ей как бы, ее нет уже среди нас, пусть царствие ей небесное, я вот никогда из памяти ее не выбрасываю. Все, что она говорила, делала. И дальше коллеги все были хорошие. И в основном половина учителей были мои учителя. И мне легко было. Я там, и они учили моих и брата одного, и сестру, и всю семью знали. И они тоже как бы и жили некоторые учителя на одной улице со мной. Поэтому моя школа как мой второй дом был, да. Люба, дорогая, а вот стихотворение на немецком языке, песню от вас я бы хотела услышать. Ну, стихотворение тоже можно написать, конечно. Я вам детское стихотворение, такую песенку, можно и две песенки. С детками мы часто пели на уроках. Это о зиме. Она звучит так. Winter kommt, Flocken fallen nieder. Es ist kalt, weiß ist alles wieder. Falle, weißer Schnee, kalter Schnee. Auch die Eisbahn wird der See und wir freuen uns alle. Это стишок про весну, что все замерзло, озеро превратилось в каток. Еще вот одна такая песенка, ее часто напевал мой старший брат, ну и я тоже. Я еще немецким не увлекалась, я ее сразу подхватила, и она всегда со мной была. Если можно, я ее... Можно. Bei Tag und Nacht an dich, Marina, du Zauberschaft, die kleine Ballerina. Marina, du bist ja die schönste der Welt.
Марина, 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 пойта контина, миргефель. Вот такая песенка была. Dankeschön. А теперь переходим к тому моменту, когда ваша трудовая деятельность переходит в деятельность семейную. Как ваша семейная жизнь? Расскажите, вас понимают, вы творческая личность, пишете стихи. Кстати, с какого времени начали писать такие прекрасные стихи? С возраста какого? С возраста, ну, сейчас мне 61, наверное, 3-4 года. Тому назад. Да. Что сподвигло первое стихотворение написать? И что, какой тематики это стихотворение было? Сподвигло, я вот сразу вот одной фразой сказать трудно. Я как все время решала кроссворды, вот в мне все время вертелись слова. Вот я значение, если я не знала значение слов, всегда смотрела, что оно обозначает. И вот эти эпитеты разные, определения. И не знаю, как-то вот само собой все время размышляешь, особенно когда я уже ушла из школы. Может, я этим делом не стала бы заниматься. У сына в магазинчике часто приходилось, вот, когда нет покупателей, сидеть и размышлять. И вот я не просто размышляла, ну как-то стала понарошку там, что-то свои размышления пишу, а потом... В стихотворной форме, да? Потом смотрю, и рифмы как-то у меня вот само собой это получилось. Ну, конечно, я о детстве о своем доме, первые мои стихи о маме, а там стала о природе писать, дальше папе моему, в моей как бы лирике большое место, потому что с ним у меня не то, что он там служил, было много общего, потому что мой брат, когда учился, он старше меня, оба братья старше, но второй по возрасту. Он в Ростове-на-Дону закончил Ростовский инженерно-строительный институт. А сестра там уже была на постарше, ее не надо было туда-сюда, нельзя было ее трогать. А меня, как младшую, папа с собой брал. С собой брал на лошади и на вот этой бедарке, я с ним все время рядом. Вместо, короче, я мальчика. Даже иногда я стеснялась, что я на лошади и в женской одежде такой. Я как бы переодевалась, чтобы люди думали, что это мальчик. И папа в один год там он сторожил, и я, конечно, при нем. Ну, в основном мама тоже была с нами, но я обязательно была. И мужчина какой-то приезжает и говорит мне: мальчик, позови отца. А я бегом, и стыдно, что я вру, и бегом побежала, и говорю: мне сказали, мальчик, тебя зовут там. И радостно было, и в то же время мне как-то не так было, что я обманула его. Кстати, не отходя от кассы, вот уже взрослые, зрелые, взрослые дети, бабушка уже для всех откроет такую тайну. Трижды бабушка. Люба, как ты считаешь, быть мужчиной или быть женщиной трудно и престижно? Ну, коль я... Выбор, если бы вот изначально был бы выбор, чей путь бы ты выбрала? Путь отца, мужчины? Ну, может быть, путь мужчины выбрала тогда. Почему? Ну, не знаю, я такая была, ну, не женственная, можно сказать. Да. Приходилось, да, работать? Я не то, что работать приходилось, я все время на лошади. И я очень стеснялась все время, что мои одноклассники смотрят, а я на лошади, на бедарке, все бегают, мяч играют, а я по улице с отцом еду. Я иногда пряталась, мне было стыдно, но потом уже, даже вот мы, как это, по весне делали бороздки, да, чтобы картошку сажать. Я на коне, папа мне уже так уже научил, что я
профессионалом была. И вот это я ему всегда помогала. Даже косила. И однажды мы с папой там очень рвалась на мужскую работу. Вот женскую не любила. Картошку только копать хотела. А мама меня жалела. А мне так не хотелось. Я говорю, я это все когда соберу? Мама меня успокаивала. Потихоньку, сколько сил хватает, мы все потом поможем. А я думаю, если с лопатой, то легко раз-два, а не знала, что трудно. Да. Ну, а мне почему это мужская работа, или как сказать, ну, вот его жизнь, чем она на меня подействовала? Я росла без отца, наш отец погиб по вине НКВД, там, в Азии, Средней Азии, в Киргизии. И нам, детям, мамы, девочкам, приходилось много делать мужской работы. Так как я была старше, я могла запрячь одноконку, перевозить или делать кизяки с сестренками, рулить лошадью, привозить эти кизяки, полоть огород, поливать огород, рубить дрова. Ну, мне все это приходилось, корову доить, мне все это приходилось сделать. Да. Поэтому думаю, ну надо же. А были девочки, они росли как принцессы. Да. Нам далеко было до принцесс. Всем нам досталось, сестренкам. И поэтому я тебя понимаю. Одно счастье, что это ты при отце такой становилась, а я по нужде такой становилась. Ты от любви к отцу и любви отца становилась такой, что тебе нравился этот образ, а мне по необходимости. У меня выбора не было. Он мне это так самое... любил, что бегом. все. Вот я, знаете, один момент, это мне так запомнился. И старшего брата мы провожаем в армию 9 мая. И стоим там у нас, всех провожали, вот кинотеатр «Октябрь» в центре. И мы стоим там перед военкоматом, мама вытирает слезы, а мне маму жалко, а уже посадили их, всех призывников, и там брат выглядывает, и маме показывает на слезы, и вот так, чтобы не плакала. А потом, после всего, приезжаем домой, и отец, и мне так не хотелось с отцом ехать на работу, надо было вместе с ним помогать опять коров там и сторожить, и все вот эти на побегушках, да, как мальчик, поехать там, коня за это путы там поставить, привести коня. В общем, такие он мне серьезные работы давал, но мне это нравилось, я это знала. И я что сделала? Я взяла и под кровать залезла. Мне так было на душе плохо, что брат уехал. И еще, почему мне было сильно так плохо? Потому что он мне был как отец. Хоть у меня отец был, он меня баловал. Брат старший, он меня баловал. Получается, баловницей росла. Да, так как я была младшая в семье, отец меня в этом плане не баловал. Баловал в семье только старший брат. Ну, как он баловал? Когда он работал, как он спортфак закончил, то он на турбазах, то он в Донбайе, то в Теберде, в общем, дома мало бывал в то время, когда я была маленькая. И он, когда приезжал, и он как бы брал меня с собой вот так, руку вытянет, и я должна была на руке спать. Как бы мне плохо не было, мне было неудобно, но я на руках носила. Как здорово. И одежду только, можно сказать, в этом возрасте. Он мне платье на праздники, брючные костюмы покупал. Однажды отец сказал, мы жили на Важном и переехали недавно, но у нас сохранялся и огород там, и рядом дедушкин. И он говорит, Хусей, и мне, Любу возьми, езжайте на Важный, помогите старикам картошку копать. Ну, мы вышли на трассу, он так на меня посмотрел, улыбнулся, говорит, давай сначала в Черкесск поедем, там в цирк сходим, а потом поедем работать.
И он повез меня, да я помню, на рынке, вот купол такой был, ну я не знаю, как вот этот вид, аттракцион на мотоцикле, да, по стенкам. Ну, я тогда... Эквилибристы, кажется. Да, я не видела такого, было интересно. Он мне что-то сладкое покупал. Я помню, купил он в этот день мне замшевые босоножки, бантик, вот на носочках бантики, а пятки открытые. Кем он работал? Такой богатый, видимо, брат. Он тогда еще, как бы, он институт, я не Зарабатывал. знаю, заканчивал, может. Ну, в общем, или в школе Имел уже деньги. начинал работать. А может, И- стипендия. И вот потом поехали, работали. Ну, я в том плане, что и уже будучи взрослым, все равно, куда поедет, все равно что-то привезет. И Да. вот так. Люба, а теперь давай перейдем к твоим стихам. Прочти, пожалуйста. С удовольствием. С Ты удовольствием. там я выбрала, я вижу, я прочитаю. какие стихи. Сейчас я... Можно Щас. несколько, два, наверное. Да. Без пары татары не живут. Я вот не то, что я так долго выбирала, но вот я наткнулась, взгляд в детство. Я думаю, как раз вот по теме, По теме. о том, что мы говорили. С возрастом, Чуть громче, да? с возрастом я все чаще оглядываюсь назад. Детство издали мне машет, на себе ловлю тот взгляд. Вот я с мамой, рядом с лесом, словно в сказке мы одной. Здесь красиво, интересно, воздух здесь совсем иной. Мама сено собирает, ну а я за нею вслед. Той поры мне не хватает, где заманчивый сюжет. Все ушло куда-то разом и растаяло во тьме. И моргнуть не успела я глазом. Жизнь прошла как бы во сне. Нет отца, нет теперь таких мгновений. Мамы нет и нет отца. Это не предать забвению. У дороги нет конца. Ну, это в смысле не предать забвению, у дороги нет конца. Я это, конечно, никогда не забуду. И сколько буду жить, дорогу свою я буду идти, проходить по своей дороге. Я буду, все это будет со мной, как бы это мне будет помогать в жизни.